الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Восхваляем Всевышнего Аллаху Субханаху ва Тааля и благословляем и приветствуем пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Амма ба'д. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, продолжим чтение и толкование хадисов из сборника Абу Дауда, рахимахуллах. И сказал Абу Дауд Сулейман ибн Ашхас ас-Сиджистани, рахимахуллах, в книге «Очищение», 8 глава, «Бабун аюрадду саламу ва хуа ябулу». Глава «Отвечается ли на приветствие, когда человек справляет малую нужду?» То есть дозволено ли ему разговаривать и тем более отвечать на салям во время справления нужды. Каля, сказал Абу Бакр, хаддасана, нам рассказал Усман, у Абу Бакр ибн Абу Шейбата, то есть два брата, Усман ибн Абу Шейба, ибн Аби Шейба и Абу Бакр ибн Абу Шейба. И второй из них известный мухаддис, у него есть своя книга Мусаннаф, в которой собраны хадисы и собраны высказывания сподвижников, табиинов и так далее. Каля, они оба сказали, хаддасана Умар ибн Саад, сказал Умар ибн Саад, ан Суфьян ат-Thawri, рахимахуллах, عن ضحاك ابن عثمان عن نافع со слов Нафиа, Мауля, надпущенник Ибн Умар радиаллаху анху, его бывший раб, который попался ему в одной из битв, из которого Ибн Умар сделал ученого. И говорят, что он даже привязывал к дереву, пока он не выучит задание, он его не отвязывал. Тем самым бывший раб превратился в очень известного мухаддиса, и говорят, что он не сделал ни одной ошибки. Все, что он выучил и передал без единой ошибки. Потому что остальные передатчики часто приводят, что он ошибался, там были ошибки, забывал, путал. А Нафиа приводится, только имя есть, да? То есть и Мауля ибн Умар, отпущенник Умар Абдулла ибн Умара, радиаллаху анху, этим стал известен. Ан Нафиа ан ибн Умара, со слов Абдулла ибн Умара, ибн Хаттаба, сына Умара ибн Хаттаба, радиаллаху анху, также известный подвижник, Каля, сказал, марра раджулун аля наби саллаллаху алейхи ва саллям, что один мужчина проходил мимо пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ва хуа ябулу, в то время, когда он справлял малую нужду. Фассалама алейхи, и сказал ему салям, сказал ему ассаляму алейкум, поприветствовал посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, фалям ярудда алейхи, и на что пророк Мухаммад не ответил. Хотя мы знаем, что отвечать на приветствие салям является ваджиб, обязательным, но в этой ситуации посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям промолчал, и исходя из того, что справление малой нужды, и то, что пророк Мухаммад справлял, это в основном сидя, здесь главное, чтобы человек не видно было именно та часть тела, которая открывается во время справления нужды. А если там человек сидит, скажем, его голову видно, за стенкой там справлять нужду, это же не запрещено. Поэтому главное, чтобы не видно было сам аурат. Поэтому человек проходил, и Мухаммад где-то сидел. Может было видно было, или увидел, или узнал то, что он там находится, или была видна его часть тела. И, как обычно, когда мусульманин видит другого мусульманина, он его приветствует, говорит ему ассаляму алейкум, или ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Но посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям не ответил ему, потому что, во-первых, это время справления нужды, и как была предыдущая глава, что разговаривать во время справления нужды запрещено. Конечно, есть разногласия, там, это макрух или харам, но в любом случае является нежелательным, запрещенным действием. И поэтому, то есть, и разговаривать, это, во-первых, во-вторых, чтобы произносить имя Аллаха субхану ва тааля. Потому что ассалям
это же имя Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, есть вдвойне. Если разговаривать нежелательно, то говорить имя Аллаха тем более нежелательно. В этом состоянии, в этом положении, в это время, поэтому ответ тут, что когда человек исправляет нужду, если поприветствовал кто-либо, то ему не отвечают. Даже сказали некоторые ученые, даже не достойны ответа. Хотя в другое время, если тебя поприветствуют, ты ему отвечаешь обязательно, говоришь «Ва алейкум салям», то в это время то есть и не приветствуется изначально, если человек знает об этом. И если ему приветствуют, то он даже имеет право не ответить тому человеку, потому что он приветствовал, скажем, не в подобающее время. И там даже приводится в книгах времена, ситуации, когда нежелательно говорить салям человеку. В обычных книгах ученых ханафитского масхаба там приводится в виде стихов. Стихов ситуации, когда нежелательно говорить салям кому-либо. То есть некоторым людям в этих ситуациях. Среди них то, что именно, скажем, что самое худшее, это когда человек находится в туалете и исправляет нужду. Самое худшее приветствовать. Также там приводится, как скажем, во время хутбы, когда имам произносит хутбу, или во время урока, или же когда человек читает Коран, то есть когда человек намаз читает и подобные ситуации, когда человека не отвлекаем, не приветствуем, ему не мешаем. А в любое другое время приветствовать является желательным. Каля Абу Дауд, и сказал Абу Дауд, воруя, и приводится Ан ибн Умара, со слов Ибн Умара радаллаху ва гайрихи и других сподвижников, анна наби саллаллаху алейхи ва саллям, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям таяммама, совершил таяммум, thumma затем радда аля раджулю саляма, затем ответил на приветствие. В одном из риваятов приводится, что Мухаммад саллям, прежде чем сказать, прежде чем ответить на приветствие, то он совершил таяммум. В некоторых риваятах приводится, совершил омовение. И потом сказал ему «Ва алейкум ассалям». И хотя это действие не является обязательным, и упоминание имени Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля дозволено в любой ситуации, тем более без тахарат это дозволено, не запрещено, но, как приводится в книгах, то, что и по фиху, и по хадису, что упоминание имени Аллаха Субхану ва Тааля, он сказал, что ассалям, в слове ассаляму алейкум, это имя, качество Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, поэтому упоминание имени Аллаха, будучи с тахаратом, предпочтительнее, лучше, желательнее, но без тахарата является дозволенным. Поэтому приводится ситуация, которая лучше всего. Лучше всего, чтобы человек говорил, читал или Коран, или делал зикр, говорил бисмилля, там слова альхамдулилля, любой зикр Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, когда у человека есть тахарат. Это лучше всего. Но без тахарата чтение Корана, говорить бисмилля, альхамдулилля и другие подобные зикры являются дозволенными. Потому что, как будет, иншаллах, далее будет, то, что посланник Аллаха саллям практически всегда упоминал имя Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, кроме некоторых ситуаций. А в общем, он это делал всегда. И, скажем, к примеру, если Мухаммад просыпался ночью, даже иногда там тахарат не брал, зикр читал и так далее. Поэтому и здесь приводится, что, ладно, если совершил омовение, тахарат, это понятно, потому что справил малую нужду, человека приветствовали, он показал человеку, и тот пока человек не ушел, здесь находится, потому что если человек, понятно, что если человек убежит далеко, да, его же не догонишь. Поэтому если здесь Мухаммад, если человек был рядом и не уходил, ждал, он брал тахарат или брал таяммум, потом отвечал на приветствие. Если человек, скажем, мог уйти, то здесь уже без тахарата нужно было ему сказать салям, потому что его же поприветствовали, нужно ответить. А человек уходит, потом его не будешь искать, чтобы ему ответить на его приветствие. Поэтому здесь, если человек не торопился, ждал, и совершение омовения понятно, потому что, обычно вода есть. Совершение таяммума, в этом немного может быть проблема, так как обычно таяммум совершается тогда, когда нет воды. Потому что таяммум – это очищение, скажем, землей и песком при отсутствии воды, или когда воду использовать невозможно. Здесь же, скажем, конечно, не можно сказать, там вода была или не была, но вода все равно где-то рядом была. Невозможно, чтобы воды не было вообще. Рядом с пророком Мухаммадом, тем более здесь еще не намаз, до намаза время есть, поэтому совершать омовение он мог. И водой
здесь совершил таяммум, и для того, чтобы тахарат, наверное, было дольше совершать, там воду искать, и совершать таяммум, уже имеется очищение. Хотя чаще всего ученые не разрешают совершать таяммум, находясь, когда человек находится в городе, то есть в населенном пункте, когда у него есть вода, обычно не разрешают. Кроме некоторых ситуаций, которые некоторые ученые разрешили совершение таяммума при наличии воды. Это как, скажем, мнение вот в ханафитском масхабе, когда человек опаздывает на намаз джаназа, если уже намаз начинается, у него нет тахарата, или у него был испортился, или тахарат нет у человека, и есть опасность, что, скажем, он боится, что намаз не успеет, а тем более по масхабу ханафи джаназа начинается только один раз. Намаз джаназа совершается один раз, второй раз не совершается. Поэтому, тем более, намаз короткий. Пока ты будешь брать тахарат водой, намаз дочитает уже. И ты останешься без награды. Потеряешь целую гору награда, то есть размером с гору Ухуд. Поэтому разрешили, когда человек опаздывает на намаз джаназа, если он будет брать тахарат водой, опоздает, но земля же есть, тем более там быстро так вот, только лицо и руки протираем. Поэтому разрешили именно вот на намаз джаназа и намаз, еще праздничный намаз. Когда человек опаздывает, потому что аид намаз, он тоже совершается только один раз. Потому уже второй раз его не совершают. Там никакой замены для него нет. Поэтому вот в этой ситуации разрешается. И вот здесь пророк Мухаммад совершил таяммум по одному из риваятов, чтобы сказать имя Аллаха, ассалям, будучи очищенным. То есть он предпочел сделать то, что лучше всего, предпочтительнее всего. Хотя, как мы сказали, то, что и без этого сказать имя Аллаха, упоминание имя Всевышнего Аллаха является дозволенным и незапрещенным. Следующий хадис. وحدثنا محمد بن مثنى, рассказал Мухаммад ибн Мутанна, то есть известный мухаддис, учитель многих шейхов, мухаддисов. قال حدثنا, рассказал عبد الأعلى, قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة, صف قتادة ابن دعامة السدوسي البصري, عن الحسن البصري, известный التابعين, عن حدين ابن منذر أبي ساسان, со слов Худейна ибн Мунзира, Абу Сасан, это единственный человек, которого звали Худейн, больше нет одного человека в книгах по хадису с таким именем. Аниль Мухаджир ибн Кунфудин, со слов Мухаджира ибн Кунфуда, сподвижника, ради Аллаху анху, аннаху аттан наби саллаллаху, что это сподвижник, Аль-Мухаджир ибн Кунфуд, пришел к пророку Мухаммаду саллаллаху, уахуа ябулу, в то время, когда пророк Мухаммад саллям справлял малую нужду. Получается, когда подошел к нему, то есть, и находился рядом с ним, именно в тот момент, когда пророк Мухаммад саллям совершал малую нужду, фассалляма алейхи, и пророк Мухаммад саллям и поприветствовал его, фалям ярудда алейхи, и посланник Аллаха саллям не ответил на его приветствие, как в предыдущем хадисе, то есть промолчал, не стал разговаривать, тем более стал упоминать имя Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, хатта тавадда, пока не совершил омовение, пока не взял тахарат. Хотя некоторые говорят, что пока не вымыл руки, потому что слово тавадда, слово вуду, означает очищение, и чаще всего используется как омовение, тахарат. Совершаем, иногда используется в смысле языковом. Для тавадда получается просто помыться, помыть руки. И после тахарат помыть руки, потом уже, поэтому здесь двойное понимание возможно. Затем он, скажем, объяснил. То есть пророк Мухаммад не ответил на салям, взял там тахарат, помылся, потом пошел к тому человеку, ему объяснил, почему он ему не ответил. То есть из-за чего? В чем была причина? Факал и сказал, инни карихту, и сказал пророк Мухаммад саллаллаху, я, скажем, то есть почитал, скажем, карихту, считал, скажем, нежелательным, пошел нежелательным, порицаемым, ан адкуру Аллаху та'аля зикраху илля аля тухрин. Посчитал нежелательным упоминать, произносить имя Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, кроме как будучи чистым, то есть или ауаля тахарата, или будучи с тахаратом. Это объяснил, поэтому сказал то, что это, как бы говорится, желательность. То есть это не фарз, да? Потому что если было фарзом, говорить имя Аллаха только с тахаратом. Получается, мы всегда, когда там слово бисмилля, альхамдулилля и так далее, тогда всегда должны были говорить будь с тахаратом. Это было бы затруднением. Но лучше всего, то есть желательнее всего, чтобы мусульманин, он был всегда с тахаратом. Есть такой, скажем, хадис есть, что
побуждающие на то, что мусульманин, он весь день, да, пока он бодрствует, был, то есть, с омовением, с тахаратом, и, как сказал посланник в одном из хадисов, «Ла юхафиду аля аль-вуду илля му'мин». То есть, только верующий, му'мин, только верующий, он постоянно сохраняет, оберегает свое омовение. Поэтому это одно качество именно, веры, имана человека, что он весь день находится тахаратом. Конечно, не говорит, что если не тахат, человек без имана. Просто это в высшей степени. Это лучше всего. Тахат использовать, сразу тахат взять. Поэтому в этой ситуации человек будет постоянно с тахаратом и постоянно будет говорить имя Аллаха, находясь в состоянии омовения. Хотя, как другую сказали, ситуация, она не запрещена. Не запрещена, так как в этом случае было бы затруднение для мусульманина, когда постоянно не сможет сказать «Альхамдулилля», да? То есть чихнул, нет тахарата, не может сказать «Альхамдулилля», да? Нужно будет тахарат брать. Захотел покушать, не скажешь «Бисмилля», да? Потому что нужно тахарат. Это было бы затруднением в этой ситуации. Поэтому, то есть, во время, если человек справляет нужду, если мы его видим, не знаем, что он там находится, мы его не приветствуем, и человек в это время, то есть, не разговаривает, не отвечает на приветствие и не разговаривает, что оба действия являются нежелательными. И после этого Абу Дауд приводит следующую главу, обычно приводит желательно, потом приводится разрешенность. Хадис, которые противоположные, приводятся часто друг с другом, рядом. 9 глава. Бабу фирроджули ядкуруллаху та'аля аля гайри тухрин. То есть глава о, сказано, мужчине, но имеется в виду человек. Обычно в хадисах или в главах приводится слово роджулин, мужчина. Но это говорит, что касается только мужчин, а женщин не касается. Это потому, что чаще всего было обращение к мужчинам, поэтому упоминается раджуль, а имеется в виду человек. И мужчина, и женщина, то есть мусульманин, в основном, в большинстве случаев. То есть глава о человеке, который упоминает имя Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, аля гайри тухрин, то есть без очищения, без тахарата. О дозволенности этого قال حدثنا рассказал Мухаммад ибн Аля, قال сказал حدثنا рассказал ибн Аби Заида, عن أبيه со слов своего отца, Аби Заид, Джарир ибн Аби Заида, عن Халид ибн Салама, со слов Халид ибн Салама, я'ани, то есть аль-фа'и. Когда приводится имя, обычно приводит я'ани, то есть объяснение, кто он. Потому что обычно же имена бывают похожие, и какое-то есть качество. То есть аль-фа, получается человек заикающийся, который повторяет букву Ф много. Поэтому назвали фа, он так стал известен. Для определения его, кто такой, не для, порицания его, а чтобы знать, кто он такой. Его, качество, чтобы он выделялся, чтобы с другими людьми не перепутать. Аниль Бахи, со слов Аль-Бахия, Ан Урвата, со слов Урва ибн Зубейр, Аль-Ауам, сын Зубейра ибн Ауама, известного сподвижника, Ан Аиша, это со слов Аиши, то есть и Урва был племянником Аиши. Он был, то есть, сыном сестры Аиши, радаллаху анха, поэтому часто Урва приводит от Аиши, от своей тети хадисы. А Аиша, радаллаху анха, дочь Абу Бакра, ас-Сиддика, радаллаху анху, Умм-Муминин, мать правоверных, самая знающая из женщин ислам, фикх. Калат, сказала, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. Она сказала, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم упоминал имя Всевышнего Аллаха Субхану Тааля аля кулли ахьяниhi всегда, то есть во все времена, всегда получается, любое время, во все времена, то есть упоминал имя Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, поэтому тахат был, не был, это не было препятствием для этого. Получается, если не было тахарата, значит, если только одна ситуация есть, когда является что препятствовало пророку Мухаммаду, это чтение Корана во время осквернения. Когда он был джунуб, когда не было гусля, пророк Мухаммад не читал Коран. То есть зикр делал, но во время, когда он был осквернен, без гусля, то он Коран не читал. Поэтому, во все времена, кроме этого времени. То есть в любое время, в любом состоянии, он поминал имя Всевышнего Аллаха, кроме тех времен, когда он был без гусля. Пока гусля не брал, он не читал Коран. И также то есть, запрещают, то есть читать
Коран женщин во время месячных, сравнивая, то есть исходя из некоторых хадисов, также и сравнивая с человеком без гусля, джунубом. Поэтому вот две ситуации, когда читать Коран нельзя. Делать зикр можно, говорить бисмилля, альхамдулилля можно, а вот только именно чтение Корана является препятствием, потому что чтение Корана это самый лучший зикр. Это чтение слов Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. А так Мухаммад всегда, получается, тахат был, не был, роль не играла. Даже когда гусль не было, зикр говорил, кроме чтения Корана. Поэтому хадис слов Айши занимает почти все время, кроме вот некоторых промежутков времени, небольших, когда он не делал определенный вид зикра, то есть не читал Коран. Поэтому предыдущий хадис указывает на желательность. Это указывает на разрешенность, дозволенность, а предыдущие хадисы указывают на желательность. Они не указывают на обязательность. Потому что это не фарс, а просто желательное действие. Лучше всего. Предпочтительнее говорить зикр с тахаратом. И дозволено это делать без тахарата. Даже чтение Корана. Потому что часто задают вопрос же, когда нет тахарата. И если человек хочет читать Коран наизусть, по памяти, он может читать. Потому что есть такая проблема прикосновения к Корану. Если берешь Коран в руки, там тахарат нужно иметь. А когда читаешь по памяти наизусть, тахарат может и не быть, можно читать сколько угодно. Это не является препятствием. Потому что обычно нас путают к чтению Корана, трогая мусхаф, книгу, и по памяти. Потому что чтение трогая нельзя, а не трогая можно. Поэтому иногда эти вещи мусульмане путают и думают, что нельзя читать Коран наизусть по памяти. Путают именно с прикосновением к мусхафу, Корану. Следующая глава Бабуль Хатами Якуну фихи зикруллахи та'аля. То есть глава о печатке, перстень Якуну, на котором бывает упоминание, на котором написано имя Всевышнего Аллаха Та'аля. То есть печатка, на которой есть именно слово Аллах. Или там любое другое слово. Юдхилю бихиль халя. То есть можно ли заходить с ним в туалет? Можно с этой печаткой заходить в туалет, потому что там есть слово имя Аллах написано. Аллах написано. حدث نصر ابن علي يدل نصر ابن علي رحمه الله عن أبي علي الحنفي صوف أبو علي الحنفي عن الهمام ابن يحيى رحمه الله عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج, которую отнесли к дедушке, потому что его звали Абдуль-Малик, отца звали Абдуль-Азиз, а дедушку звали Джурейдж. Назвали Ибн Джурейдж, сын Джурейджа, получается по дедушке. Потому что Абдуль-Маликов очень много было, Абдуль-Азиз тоже много, а Ибн Джурейдж мало. Поэтому часто же, память то, что более редкое. Более часто же она запутается, поэтому его известно как Ибн Джурейдж. По дедушке даже. Не отец, имя дедушки был Джурейдж. Известный ученый, но у него некоторые проблемы есть с ним. Ани Зухри, Муслим ибн Шихаб аз-Зухри, известный ученый таби'ин, ан Анаси ибн Малик, со слов Анаса ибн Малика, радаллаху анху, известный подвижник, который служил пророку Мухаммаду 1010 лет. Каля Анасун, сказал Анас ибн Малик, радаллаху анху, кана наби саллаллаху алейхи ва саллям, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям Анасин, со слов Анаса, сказал, кана наби саллаллаху алейхи ва саллям, что ида дахаля аль-халяа, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда входил, то есть в туалет для своей нужды, вада хатамаху, то есть ставил свою печатку, свое кольцо. Заходил для своей нужды, то есть помещение в туалет, он, здесь сказано, ставил печатку, не сказано, снимал. И получается, он имеется в виду, то есть снял, куда-то поставил, так ведь, снял с руки и куда-то поставил вне туалета. В некоторых ревайях сказано наза, как у Тирмизи Насаи, просто снял с руки. Снял с руки, где-то оставил снаружи. Внутрь туалета этого не заносил. Из-за возвеличения имени Всевышнего, потому что туалет же туалет, а здесь имя Аллаха Субхану Тааля, поэтому он этого не делал. И сюда входит любое, то есть любая вещь, на которой написано имя Аллах. То есть хоть бумага, да, хоть Коран, хоть бумага, хоть деньги, да, хотя, конечно, в наше время, в Саудовской Аравии имя Аллаха упоминается на деньгах.
проблема, но когда говорят, если в основе нежелательно заносить в туалет то, на чем есть имя Аллаха, тем более, если заносить в открытом виде, вот так, когда бумагу, когда, и заносить Коран такой, да, какую-то печатку на руке, когда все видно, в открытую. Это здесь является нежелательным, кроме тех случаев, когда человек не может, потому что деньги же не оставишь на улице, так ведь? Если там бумажка, там, да, деньги, там написано имя Аллаха, да. Раньше были монеты, где было имя Аллаха, сейчас бумажные деньги с именем Аллаха в некоторых арабских странах. Поэтому ладно, какую-то вещь оставишь, да, снаружи. Это же деньги. Деньги там, потом выйдешь, не найдешь деньги. Там найдется хозяин. Это, там, в любом месте. Поэтому, хоть ты не в Жикамсе, хоть в Мекке, найдутся люди, да, которые на чужое позарятся. Поэтому, то есть в основе, исходя из этого хадиса, нежелательно, то есть запрещено заносить в туалет что-либо, то есть в открытом виде, где написано имя Всевышнего Аллаха Тааля, даже, конечно, закрыто тоже нежелательно, но когда находится в кармане, это лучше, чем вот так, да, в открытую. Где-то там что-то завернуто, внутри чего-то, когда не видно имя Аллаха, все равно лучше. А тем более, понятно, бумага, там, печатка же, она же, когда на руке, надета. И там, получается, ее же не берешь, не скроешь. Хотя есть некоторые ревайты, в которых приводится, что Мухаммад салям вообще он носил печатку, это где вот само, когда, да, оно было внутри, не снаружи, как мы одеваем. Вот где вот надпись была, не печать сама. Он поворачивал ее внутрь. Он стал печатей на письма, поэтому она была внутри, а не снаружи. И на печатке про Мухаммада было, то есть там было написано Мухаммад Расулла. То есть там 3 слова было: Мухаммад, Расуль и Аллах. И там даже есть споры между учеными. Как было написано слова? Было написано Мухаммад, Расуль и Аллах, и написано Аллах, Расуль, Мухаммад. Потому что чаще всего у нас пишет, что Аллах наверху ставит, потом Расуль, потом Мухаммад. Хотя некоторые говорят, что правильно было Мухаммад Расуль, как обычно. Написано, что Мухаммад, Расуль и Аллах было внизу. И 2 мнения ученых, некоторые говорят, что, как сказал Ибн Хаджар Фатхуль Бари, Шарх Сахих Бухари, что правильно будет, что Мухаммад был наверху, а не Аллах. А сейчас у нас большинство думают, что Аллах наверху было, а Мухаммад было внизу, и вот это вот было внутри него, да? Вот печатки было внутри, поэтому можно подтверждать, да, можно было. И говорят, что Мухаммад салям сжимал кулак, заходил. То есть, получается, закрывал, да, имя Аллаха, скрывал. Но проблема. Поэтому, конечно, лучше не носить, да. То есть лучше всего, потому что если есть имя Аллаха, да, написано на печатками, там, на какую-то вещь, там даже вот я видел, футболки есть, да. То есть на футболке там Субханаллах и так далее написано. Футболка же Элан, там же печать, кстати, проще, да, с руки куда-то поставить. Конечно, засунуть в карман, чтобы не видно было. А футболка же, получается, там уже написано, это целая одежда. И с ней ходить можно, в туалете ходить, да, потому что будет нежелательно на одежде, на бумаге, на любом вещи, где написано имя Всевышнего Аллаха Тааля. Это же возвеличивание имени Всевышнего Аллаха Тааля. Это вот так приводится, но далее сказал Абу Дауд, хада хадисун, это хадис, он назвал мункар. Хадис мункар. Здесь есть проблемы некоторые в хадисе, достоверность хадиса, потому что там между Ибн Джурейджем и Зухри один человек, там, они не встречались, пропущен, или то, что цепочка хадисов одна, а тексты разные, то есть как будто перепутанные хадисы. Есть некоторые путаницы в хадисах, назвал его мункар, и он известен, иннама юраф хадис известен, ан Ибн Джурейдж, со слов Ибн Джурейджа, ан Зияд ибн Саад, ан Зухри, ан Анасин, ан Наби саллаллаху, что Пророк саллаллаху алейхи иттахада хатаман, он, взял, да, сделал, заказал себе, начал носить, печатку, кольцо, мин варикин, из серебра. Фума затем аль-каху, его выбросил. Тут такой есть вариант, другой. Потому что Мухаммад салям сделал себе печатку серебряную, носил, потом ее выбросил. Валь-вахаму, и говорит, ошибка, непонимание, фиги в хадисе мин хаммам, со слов хаммама, валам яруихи или хаммам. И говорит, хадис привел только хаммам. Получается, как будто хаммам перепутал цепочку хадисов. То есть один вместо другого поставил. Но да, конечно, даже в этом хадисе, то, что сделал печатку, кольцо из серебра, а потом выкинул, тоже есть проблема. Так как известно, что Мухаммад салям, когда начал писать письма царям, правителям, ему сказали, что они не читают письмо, когда без печати. То есть там так, да, там Сургуджи, там нужно поставить печать, да, то есть Сургудж нужно поставить печать, чтобы там было, там, да, что письмо официально, да, от человека, от правителя. И тогда, когда он
сделал себе печатку, где написали Мухаммад Расула, как было сказали до этого, и когда письмо писал правителям, он ставил печать туда. И там было видно, что письмо официальное, да, официальное лицо, не просто от кого попало. И вначале приводится, что Мухаммад салям сделал кольцо золотое. То есть, вначале, когда еще золото не было запрещено мужчинам, сделал кольцо золотое. Затем пришел запрет золота для мужчин. И Мухаммад салям кольцо золотое выкинул, то есть убрал, и сделал кольцо серебряное. Но серебряное кольцо, он уже его не выкидывал правильно, потому что это кольцо, которое было у него с печатью, оно было с ним до его смерти, посланника Аллаха саллям, было с ним до его смерти. Затем это кольцо было, печатка была у Абу Бакра радаллаху, во время всего правления Абу Бакра было с ним. Абу Бакр правил где-то 2 года, 10 месяцев примерно. Затем после смерти Абу Бакра эта печатка перешла к Умару Хаттаб радаллаху, была у него до конца его жизни. То есть Умар Хаттаб правил там больше 10 лет. Затем пришла, после смерти, убийства Умара, пришла к Усману ибн Аффану, третьему халифу. Затем уже Усман ибн Аффан его потерял в колодце, который называется Би'р Арис, колодец Арис в Медине. То есть он был возле колодца, печатка упала вниз, весь колодец там перерыли, там все, что там было, искали, не нашли. То есть печатка там упала и пропала. Исчезла, то есть и с тех пор ее никто не видел. То есть Осман там воду там вычерпывали, но там искали, найти не смогли. Поэтому вот Мухаммад салям сделал кольцо, печатку из серебра, но он не выкинул. Поэтому даже в этом хадисе есть проблема. То, что сделал серебряное кольцо, потом выкинул его, это касается золотого кольца. Серебряного это не касается. Поэтому, скажем, это вот, скажем, касается науки хадисов. То есть вот такие вот риваяты приводятся, которые иногда, скажем, получается, некоторые передатчики путают. Или путают там исняды, путают, некоторые слова путают, ошибаются иногда. Поэтому вот мухаддисы все это разбирали. Где правда, где ложь, где ошибка, где там специальные ошибки. Ученые все это они разбирали, все эти варианты. Поэтому, скажем, хадис назвал Абу Дауд мункар, но, скажем, в этом тоже есть проблема, потому что, скажем, обычно такой хадис называют шаф, когда один более сильный передатчик, когда слабый передатчик приводит то, что противоречит сильному передатчику, называют обычно шаф, не мункар. Потому что мункар это когда, скажем, такой-то неизвестный, более слабый передача. Поэтому даже здесь есть разногласия именно в названии хадисов, в их, скажем, терминологии хадисов. В любом случае, данный хадис как спор на достоверности, но заносить имя Всевышнего Аллаха все является нежелательным. Хоть хадис слабый, хоть не слабый, но это является нежелательным, тем более в открытом виде. То есть, там, бумагу, там, Коран, там, печатка, на одежде, на деньгах, там, любой вещи, да, является нежелательным, лучше все оставить снаружи. Если оставить снаружи невозможно, тогда уже заносить внутрь, но где-то там внутри, да, там, в сумке, в кармане, так, чтобы не было видно, чтобы там снаружи не было видно. Потому что туалет это не место для, скажем, таких вещей. Следующая глава Бабуль истибраи мин аль-баули. Глава очищения от мочи. От мочи. То есть истибра это, скажем, слово бара, то есть, скажем, очищать, отдаляться, удаляться. Удаление, отдаление от мочи. Скажем, то есть истинкау это очищение, скажем, мочи с полового органа после справления нужды. И вот слово истибра, то есть ученые используют в 2 вариантах, потому что как удаление от мочи, очищение в смысле, есть в смысле, скажем, как его делает тафсир ученый масхаба, ханафитского масхаба, скажем, это, скажем, когда человек справил малую нужду, прежде чем человек прежде чем взять тахарат, нужно удостовериться, что там мочи не осталось, что там все капли все вышли. Это называют истибра, скажем, когда человек, скажем, удостоверяется, когда он точно уверен, что все там, да, все вышло. Это называют истибра, и обычно говорят, что там походить, там, надо подождать какое-то время, прокашляться и так далее. В других масхабах такого вещи не говорят. Поэтому слово истибра используется как раз смысл. У нас слово истибра есть, у нас слово есть истинджа, такое именно удаление наджиса. После, скажем, справления нужды, там хоть бумагой, хоть камнями, там, хоть водой и так далее. Есть слово, используется слово, скажем, иногда используется слово истиджмар, там может точно просто использовать камни. То есть разные термины, то есть суть одна и та же фактически.
суть одна и та же, после исправления малой нужды или большой нужды, чтобы у тебя тело, то есть половой орган и одежда остались чистыми, чтобы там моча не осталось, нужно смыть там, нужно что-то сделать, чтобы смыть, удалить, чтобы потом тело и одежда были чистыми, чтобы можно было читать намаз, чтобы не было проблем, потому что если останется моча же, потом намаз может быть непринятым, это препятствует, поэтому это является желательным или обязательным. И здесь вот эстибра миналь баули, получается удаление, удаление или очищение, то есть себя сохранение от попадания мочи на одежду и также удаление мочи с тела. Хаддасана Зухайр ибн Харб, рассказал Зухайр ибн Харб, Ханнад, и рассказал также Ханнад ибн Сари, قال, они оба сказали, Хаддасана Вакия ибн Джаррах, Хаддасана А'маш, Сулейман ибн Махран, это все, скажем, известные мухаддисы, большие ученые, قال, сказал, сами'ату муджахида, я слышал муджахида ибн Джабр аль-Макки, известный и мухаддис, и муфассир, ученый тафсира, юхаддису, который нам рассказывал ан Тауса, со слов Тауса ибн Кайсана, его звали Закуан, а Таус это было как прозвище, было Таус. Тимур Таус это как павлин же переводится, Таус. Даже есть Таус, Хуша, павлин. Поэтому его звали Закуан, просто его прозвали Таус таким названием. Это его не настоящий. Ан ибн Аббаса, со слов Абдулла ибн Аббаса, известного сподвижника, хайбр уммати, то есть ученый уммы, тарджиман Коран, знаток тафсира Корана по причине дуа посланника ему, потому что он сделал дуа, Аллахума алимху та'уиль, то есть Аллах научил Ибн Аббаса та'уиль, тафсир Корана. Поэтому он считается ученым Корана, поэтому любой тафсир открываешь, там везде будет Ибн Аббас. В каждом аяте есть Ибн Аббас. В каждом аяте тафсира приводится мнение, толкование Ибн Аббаса, радаллаху анху. Каля, сказал Ибн Аббас, радаллаху анху, марра наби саллаллаху алейхи аля кабрейни. Пророк саллаллаху прошел мимо двух могил. Факаля, и сказал, иннахума ю'адзабани, сказал, поистине они оба, то есть те, кто находится в этих могилах, то есть, получается, обладатели этих двух могил, то есть эти два мертвых человека, они сейчас наказываются, испытывают мучение в могиле, то есть азаб, мучение, وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. И они, говорят, не наказываются за какое-то большое действие, да? Какое-то там очень сложное действие. Амма хада, что касается этого, и Мухаммад показал на одну из могил, что касается этого человека, который в этой могиле находится, факана, то он ла ястанзиху миналь баули, то есть он, говорит, себя не оберегал, не очищал себя от мочи. То есть справлял нужду, то есть не смывал. То есть поэтому он сейчас наказывается в могиле из того, что он не делал истинджа, потому что он не смывал, не удалял мочу после справления нужды. А амма хада, что касается этого, показал на вторую могилу, факана ямши би намимати, то он совершал намима, то есть, получается, передавал слова одних людей другим людям с целью навредить. То есть, получается, слышал слова, потом рассказывал, то есть, тут говорил про другого человека, рассказывал, он слова слышал, и потом рассказывал, чтобы их отношения испортить. Это называется намима, что является большим грехом. Thumma, затем, посланник салям, да'a, попросил, би'асибин, чтобы им принесли пальмовую ветку, ратбин, свежую пальмовую ветку, фашаккаху битнин, и он Мухаммад разделил на две части. То есть поломал так и так, из палки сделал две части. Сума, затем гараса, затем он воткнул аля хада вахин, в одну могилу одну часть, он взял, конечно, поломал, воткнул в одну могилу одну часть этой палки, аля хада, в другую воткнул вторую. Вакаля, и сказал, ла'аллаху, то есть что я надеюсь, юхаффафу, будет облегчено анхума им, их наказание, малям ебаса, пока эти две ветви не высохнут. Пока они влажные, надеюсь, что Аллах облегчит наказание этих двух людей, пока эти две ветки не высохнут. Это известный хадис, да? Известный хадис Ибн Аббаса, радаллаху анху, то есть слова пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Это здесь сказано, что их действия
наказание за действие, которое, скажем, не является сложным. То есть действие, которое можно оставить. Не говорит, что это небольшой грех, да? Потому что некоторые говорят, что это имеется в виду, они делали большой грех. Имеется в виду, они делали действие, то есть несложное, простое действие, от которого отказаться легко, несложно. То есть и один из них, получается, скажем, то есть не очищал место, да? То есть не очищал и половой орган, не очищал одежду после того, как он справлял малую нужду. Поэтому, скажем, это ведь причина наказания в могиле этого человека. И причина, скажем, это то, что, как бы сказать, приводит к тому, что намаз будет недействительным. Что это приводит к тому, что намаз в основном будет действительным из-за наджиса на одежде. Потому что у нас здесь то, что какое-то количество наджиса, если будет на одежде, то намаз нарушается. И там, конечно, между учеными есть разногласия, сколько там, мало или много, да? То есть где там границы между мало и много. Поэтому, но факт то, что наличие наджиса на одежде, это, скажем, не выполняет одного из условий. А условие намаза, чтобы намаз был принят Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы тело, одежда и место совершения намаза были чистыми от наджиса. А моча является наджисом, тем более моча человека единогласно, между чем является наджисом. Поэтому наличие на одежде делает намаз человека недействительным. Поэтому, скажем, это вот, и намаз неправильный, тем больше и в могиле есть наказание из-за этого. И Мухаммад воткнул две ветви. Здесь, конечно, вот споры между учеными, разногласия, скажем, нам это делать или не делать, остальным мусульманам, потому что здесь возможно, как сказал Ибн Хаджар в Фатхуль Бари, что возможно, что Аллах ему, скажем, сообщил, что, скажем, что Аллах облегчит им наказание, пока эти ветви будут высыхать. Понятно, что Мухаммад сам не может такие вещи узнать же. Поэтому, естественно, что это от Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля ему, во-первых, он услышал, что они наказываются. Обычный человек не слышит же. Аллах Тааля скрыл от нас. То есть люди не слышат, не могут слышать наказание в могиле. Это является милостью Аллаха Субхану ва Тааля, что мы не слышим. Поэтому и Мухаммад даже говорил то, что если бы вы не умирали, и вас не хранили бы, тогда бы я попросил Аллаха, чтобы он дал услышать вам то, что слышу я из наказания умерших людей в могиле. Поэтому это милость, что мы это не слышим. Но Мухаммад пророк, ему приходит Джибриль алейхиссалям от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и, скажем, ему сообщает. Поэтому здесь ему было сообщено, что они наказываются, или он услышал их наказание, и было сообщено то, что пока эти ветви находятся, пока их высыхают, Аллах облегчит им наказание в течение всего этого срока. Также сказал Хаттаби, что, возможно, Мухаммад салям сделал дуа им. То есть не после этих ветвей, да? Потому что Мухаммад сказал, что сказал, о Аллах, пока не высыхает, облегчит наказание. А дуа пророка понимается. Поэтому не то, что сами ветви, здесь же все от Аллаха идет. И от пророка Мухаммада салям, что Аллах Та'аля сообщил, или же Мухаммад попросил Всевышнего Аллаха облегчение в течение всего этого срока. Потому что сама же ветвь, скажем, она не влияет же, взял как палку, воткнул, да? Она же не влияет сама по себе, в основе, скажем, на наказание или же облегчение наказания изначально. Поэтому, тем более, как сказал Хаттаби, нет разницы между сухой или влажной ветвой. Как у втыкает, когда разницы нет, потому что оба ветви, то есть они сами по себе ничего не делают. Только если Аллах-то разрешит, да, если от Аллаха что-то приходит, тогда возможно его влияние. И то, скажем, не из-за того, что эти ветви находятся. Также есть и другой подход. Это подход, когда ученые ханафитского масхаба, которые считают то, что они, скажем, поняли то, что если пророк Мухаммад воткнул влажную, получается, влажная отличается от сухой. И пока влажная, она дает пользу умершему с тем, что она говорит тасбих. Восхвалять Всевышнего Аллаха, а сухая, говорит, не восхваляет Всевышнего Аллаха. Поэтому, скажем, и также, если чтение Корана, да, скажем, или же зикр, тоже помогает. То есть чтение Корана возле могилы и зикр тоже, скажем, влияют на, скажем, наказание, то есть облегчают наказание умершего. Поэтому вот масхабе Ханафи и приводят не по фикху. То есть, скажем, то, что желательно сажать. Да, поэтому даже приводится, что нежелательно рвать влажную траву, да, то есть свежую траву. Сухую можно, влажную нельзя, потому что, скажем, свежая трава, она растет, значит, делать тасбих. И пока делать тасбих, мертвому есть облегчение. А сухая уже все. Поэтому это приводится не к масхаба ханафитского. Это понимание из этого хадиса. То, что Мухаммад воткнул именно влажные две ветки. Это в других масхабах они говорят, что это касается пророка Мухаммада и все. То есть пророк Мухаммад умер, больше это действие не совершается. Тем более пророк Мухаммад совершил только один раз. То есть один раз в Медине совершил, и больше не совершал.
Поэтому говорят, что это касается только пророка Мухаммада. И сахаба это не совершали, кроме, как приводится в Бухари, одного сподвижника по имени Бурайда ибн Хусейб, который завещал после смерти воткнуть в его могилу ветку. Исходя из этого хадиса. То есть из всего сподвижников, только один сподвижник так посчитал. Другие сахаба это не посчитали, что это является шариатом для них. Поэтому вот есть два понимания между учеными. Одни считают, что это здесь желательно до сих пор, другие, что это было только во время пророка Мухаммада, и все. В наше время это не выполняется. И кто считает желательным, это ученый Асхаба Ханафитского. А другой то, что это был дело пророка Мухаммада, и все, больше никто не делал после него, и делать не стоит, это уже некоторые другие ученые. Поэтому вот хадис есть, а пользы из хадиса извлекаются разные, по-разному хадисы понимаются. Также есть разногласия между учеными, кто были в этих могилах, мусульмане или не мусульмане. Есть два человека, они мусульмане были или же были не мусульманами. Ибн Хаджар сказал, что вернее всего были мусульманами, потому что, во-первых, в сборник Ибн Маджа приводится, что Марра бикабрайни джадидейни. Мухаммад прошел мимо двух новых могил, то есть свежих могил. Это дело было в Медине, и если свежие могилы в Медине, получается, вернее всего, это уже были мусульмане. В другом риваяте сказано то, что они наказываются за небольшое, то есть за несложное действие, и то есть наказание за отсутствие стинджа или же намима мог касаться только мусульманина. Потому что там здесь ривайат, что Мухаммад проходил биль Бакир, то есть мимо Бакира, то есть или кладбище Бакир, это кладбище в Медине, возле мечети пророка Мухаммада, есть большое кладбище, слева там, да, вот, есть Сунакиблата, слева от мечети есть Аль-Бакир. Бакир и спросил, кто был сегодня похоронен сегодня. Значит, были свежие могилы. Тем более Бакир, оно стало кладбищем, это место, только когда пророк Мухаммад поселился в Медину. До переселения в Медину там не было кладбища. Мухаммад поселился в Медину, там что не было кладбища мусульманского, там было кладбище многобожников до этого. И в этом месте там было свободное место, там же росли деревья, называется Аль-Гаркад. Вот называется Бакир Аль-Гаркад называют. То есть Бакир это пустое место. Слово Бакир переводится пустое свободное место, на котором росли деревья Аль-Гаркад. И Мухаммад салям это место выделил еще в первом году, потому что там умер Саад ибн Зурар, потом там умер Усман ибн Мазун, то есть Ансар и Мухаджир умерли, и там уже их похоронили в этом кладбище. Получается, там были только мусульмане. Бакир не было ни мусульман, не могли быть. Поэтому это касается именно мусульман. Тем более, если был не мусульманин, то он был наказывался за неверие, за куфр. И он не наказывался за то, что он не сделал истинджа по своей нужде. Потому что это крупнее, больше всего. После неверия нет другого греха. Это самый большой грех. Получается, за мелкие вещи он не наказывался. Поэтому, вернее всего, эти два человека были мусульманами. И Каля Ханнад, он сказал, Ханнад ибн Сари, естетиру, макана естензиху. Сказал слово естетиру, то есть, скрывался, вместо слова естензиху, удалял. Здесь смысл один тоже практически, да, рядом. Получается, здесь естетиру скрывался от взгляда людей, чтобы его не видно было. А естензиху уже удалял эту вещь, да, очищал. Поэтому здесь, конечно, имеется в виду естензиху, естетиру, то есть, получается, дело между собой и между большой преградой, чтобы он не оставался. Поэтому и так можно понять. Поэтому слова, они, в принципе, разные, но, видите, это хадис. Если, когда отличать слово, хоть они и близки по смыслу, но ученый напоминает, что здесь так, здесь так. Получается, передача хадиса. Это ученый сказал вот так, хадис. Упомянул это слово. Другой сказал, хадис, тот же самый хадис сказал, дословно вот это слово другое упомянул. То есть, получается, все то самое же, кроме одного слова. Хотя они, в принципе, рядом по смыслу, но все равно ученые напоминали каждый по отдельности. Потому что это наука хадиса, это передача, то есть, чтобы было точно было. Чтобы все было точно, что как есть. Чтобы все не перепутать. Тем более, там еще, Аллаху алям, некоторые же выучили же идеально, как вот говоришь, нафиг, да, не было ни одной ошибки. Что другие приводят? Передачки, что он не делал ни одной ошибки вообще в хадисах. Как выучил, так и рассказал, дословно, до конца жизни. Некоторые, поэтому кто-то передавал по смыслу.
один дословно, другой смысл передавал хадиса. То есть он не помнит дословно, а смысл помнит. Поэтому некоторые ученые передавали именно и по смыслу. Поэтому и в этом возникало, скажем, разные слова внутри от того же хадиса. И поэтому возникает потом, скажем, где-то будет синоним, где-то бывают иногда разные слова. И все это вот ученые хадиса, они разбирали. Следующий хадис, хадис то же самое, просто другая цепочка передатчиков. حدثنا عثمان ибн Аби Шейба, قال حدثنا, рассказал Джарир ибн Абд-Хамид, ан Мансур ибн Му'тамир, ученый, известный ученый, ан Муджахидин, со слов Муджахид ибн Джабра, ученик ибн Аббаса, ан ибн Аббаса, со слов Абдулла ибн Аббаса, ан Наби саллаллаху, со слов Пророка Мухаммада, биманаху, по смыслу. И сказал, что после хадиса привел смысл хадиса. Поэтому в этой цепочке приводится смысл хадиса. Не полностью заучено. Биманаху, каля, и сказал, кяна лейсатиру миналь баулихи. Сказал, что он не зачищался, не закрывался от мочи. Вакаля Абу Муавия, сказал Абу Муавия, ястанзиху. Очищался. Здесь, как в предыдущем хадисе, просто здесь уже по смыслу. И чуть-чуть то самое же. Это привел просто разные цепочки, привел Абу Дауд. Когда смысл один тот же, хадис один тот же, просто, как я говорил, то, что точность передачи хадисов, чтобы все было точно, как услышал, так передал. Где дословно, где по смыслу передал. Это вот все ученые, они разделяли между ними. Так, здесь хоть голова не завершилась, но лучше, наверное, все-таки на этом остановиться. На сегодня, то есть голова это у нас не завершилась, очищение от мочи. Иншаллах, там еще остался один хадис, его продолжим на следующем уроке, на следующей неделе. Иншаллах.